Видео взято с канала Турпал Али Виденский. Ссылку на канал оставлю в описании. Здесь созданы абсолютно все условия для того, чтобы принимать гостей в любом масштабе. То, что там сделано еще как бы бар, ресторан, лучшее итальянское оборудование. Ни в одном ресторане, по-моему, в городе не видел такого. Ну и, конечно, вот это вот восточный блок, можно сказать, и, можно сказать, не национальный блок, где сегодня все это готовилось мастерами, нашими земляками или братья-мусульмане из Узбекистана. Смотрите. Вот эти братья наши дорогие, нас вот так вкусно сегодня кормили. Валейкумся. Очень классный плов был, брат. Наелся, но не насытился. Да, прогуляться надо. О, Ибраим. Турпа. Давайте сейчас сюда калыш надо ходуе. Азажим кино я курам бакажу уже не дадим, Ибраим. Ибраим, дуньяна дигдин тагу, وعقن هنو هيون. حين داور أجويت كنتوا حين كنتوا أجويت داوت ما كناوش داك شيء هو تريلا دالا بيكتي ويقومنا وصوص البناء خزقي كنا قزاقين شيء بحكي فيديو أخبار وون دي تل عربي سنين مش عشوائي سنين مش عشوائي ها حتسوينا انت بغنا واتسو خزر انت دي اولا وات دقدو تعوج مور عربي Üç mübarese. Şey koyarsın da, şey koyarsın. Hırsan bol nahmon süvüş. Valla bu bolmuş. Tamam, mil hizmet geçiyor ayağına. Bağdırız. Her tamam ve nokçu istoriyi tüm bu çmayı var. Bağdırız. İnsan تعدو ده يخيط هذا دوكمنت أنا سامم ديله وقاركي هو قسم شيء ديل ده نقطة إستوري ده دوش هون أرسل مع نفس كيف حوات إواد شمس دي تورينا الدون دور ده تسينس رست هو أتو معه شمس معه هالمرضى ينسقون غيب يسكون كده شيء كويس ده من آخر البول هو يحيى وقرو شاورك قلبي الله يرزقه شو شو خسارة توي أهو تعطي وona ديس ندري ده الملعب فقاري على هاتس كيتو سامو أربلة ده الملعب ده الملعب قلبي حبيبي حبيبي الدنيا هون ديل رزقل سول دوق دوس هون ديل رزقل إمرأة شو مثلا البغلات وملو إيش يحكم بيش خزنا سنعوج إمرأة هون والله حقو ذا حلتي هون الصندوق بعضو أزبادون ويتس عربي ويتس ويشو هرور اللي روح لا عربي ويتس حقو شيء كويس عربي ديل رزقل لا حوالي جميع خصلوا يا رسمة تجاهل أجيب دم يقوش وارد أو إيه فضيوف خزقي تشبيه لا يخرج اشتك شبيه تعوش طويل هرجع وزر وشو هو يشون دينا وش طويل ودنيا بتاع أنا أصلا واقع علم شو техническим наукам язык бывает هر музей экспонатш кузайолч центр эхлеца центр олех история по этим экспонатам музейным советским можно, наверное, вот рассказать всю историю дореволюционного, советского, постсоветского, не знаю, современность всего. Просто за каждый экземпляр стоит поговорить, рассказать. Знакома всем литература советских времен. А вот этот камень, он особый камень. Относительно вот то, что у нас сегодня трезвонит, вот обращение деньги к своему народу, который заявил, что у нас нет письменной истории, и то, что членство выработал в комплексе неполноценности на бессознательном уровне. Вот, деньга, посмотри, какая у нас есть письменность. Вот наша письменность, матричная письменность, клинопись. Вот так мы расписывали камни.
И браво, вы не умеете читать эти камни. Иначе вы присвоили бы себе эту историю. Эти камни находятся здесь, в Чечне. Вот смотрите, просто уникальные находки. Ну и, конечно, вот эти вот свастики, наши петроглифы. Так что не верьте, когда говорят, что у нас нет письменности. Она у нас есть. Но определенные сатанисты приложили руку, чтобы ее убрать. Но есть клинопись, есть петроглифы, которые стоят в себе таинство нашей истории. Так. Док Саадеки сегодня. Каждый камень города вложил свою душу. Это слова Шамсуддина, и он действительно это сделал. И нет сомнений, что его душа сегодня здесь. Но человек действительно поставил, он искренне этого желал, и получилось то, что он желал на самом деле. Аллах ответил на его молитву, и получилось. И, конечно же, его братья, его друг Арби Амирханов все сделали для того, чтобы претворить его мечту в жизнь. Но Шамсуддин не для себя мечтал. Он знал, что это оазис буквально украсит даже эти горы. Представляете, вот украсить горы, которые Аллах и так красиво создал. Но Аллах лучшим из людей дает возможность. Кстати, вот наш поэт, которого почему-то мало знают, но Магомед Вайрович, фамилия Муэра. Эльби, вот. Я был в шоке, когда услышал его стихи, прочитал. Люди, которые не имеют даже, вот, наверное, 50% его, как говорится, таланта, придется печататься. Кучуахку вез. В общем, Шамсуддин, продолжим. При его стремлении, желании сделать этот комплекс как подарок для земляков. Видите, все, что вы видите, это творение рук человеческих. Человеческие мысли и рук. Ситуация вот этих двух. Аббас. Вот наш как-то научный, как говорится, вот фундамент Чеченской Республики, исторический, и по всем статьям. Пошли едизический, в общем, поэтому я целого хейраха экспедичка. Да резал, чего хотите, шугин? Не холаешь. Дикала лохой таран, ищ дигна ушто велхой. Сожим я как на чувствую машинты дома. Вот, хазайте шугин. Дигна ушто велхой. А я, Аббас. Он отиг. Хаз зауру. Соинс yok kuş da чувствую машинты. То есть все это было бы, наверное, по содержанию неполным и не показывало бы суть, и душу, и стремление сердца самого Шамсуддина, если бы он не отобразил бы это все еще и в мечети, понимаете? Для того, чтобы создать это все, недостаточно быть просто чеченцем. Хотя просто чеченец, это уже чуть неправильно. Только настоящий мусульманин сможет стремиться к такому, вкладывать огромные ресурсы, материальные ценности для того, понимая, что никогда он их не возместит в материальном смысле этого слова, но окупится ту же секунду в духовном смысле этого слова, потому что духовные ценности материальными мерилами не мерятся, и он, Шамсуддин, это знал. И вот эта мечеть, она очень красиво, она очень гармонично дополняет весь этот комплекс, потому что, вне всякого сомнения, чеченская жизнь, чеченская действительность идет параллельно с единобожием во все времена. И позже мы пришли в истинную религию, ислам, как последователи пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И в этой мечети есть один интересный момент, который мне хотелось подчеркнуть, что очень сильно порадовал меня. Вот видите, вот, например, темный камень в башне. Везде по Чечне вот башни строятся из темного камня, потому что их строят в основном сегодня кинхинцы. У них в ущелье этого камня очень много. И они везде привозят свой камень и строят. Мастера просто великолепные. Но у них как-то камень свой, они привыкли к нему. Представляете, с Шаровского района привозить сюда, на Галанчор, через эти все подъемы. Наверное, на вес золота становился каждый камень. Но есть один момент. Вот эта мечеть и вот этот дом, родовой дом Якубовых,
построен из местного камня. И Арби Амирханов настоял на этом. И, конечно же, мастера постарались. И, насколько я вижу, этот камень мне больше нравится. В плане эстетики, в плане, я не знаю, ощущения того, какой-то цельности с этими горами, потому что этот камень есть продолжение вот этих гор. И это очень важно. Поэтому, если есть возможность, все, кто дальше будут строить башни, ориентируясь на вот это все, что Шамсудин сделал, пусть это станет стимулом для правильного, я не знаю, правильного понимания соревновательности. Я олхуэцунух. Иншаллах, люди будут строить в каждом родовом комплексе. Восстановят и сделают новое, задусеют, и горы снова живут, как и прежде. А теперь я хочу показать вам внутренний интерьер, экстерьер, все, что здесь есть. Видите, как все выполнено именно в чеченском стиле. Вот этот цельный камень, который сверху идет, арочные. Также и дверь. А внутри все... Интерьер сделан именно в восточном стиле, преобладанию турецкого. Казалось бы, на эту площадь достаточно было бы даже одно это люстра, но их здесь целых 3. Дерево, все, что здесь сделано, действительно сделано, я не знаю, вот, по-доброму. Вот невозможно придраться ни к одной, вот, я не знаю, детали, чтобы сказать, что это из какой-то, я не знаю, из каких-то полимеров, я не знаю, чего-то еще. То есть самые дорогие, лучшие материалы. Даже намека нет, что что-то удешевить. Дел резво, камел айгна, хокаш мелдин хин харж, дал дуньян эхерта. Шу халха даман дэштире, шу бисан дюзо ште цанти абончан обоса, шу дороги тан махкана соу тукар. Вне всякого сомнения, это как когда-то говорили, я памятник воздвиг себе не рукотворно, а здесь Шамсудин реально воздвиг себе памятник рукотворно. В том смысле, что памятник, что вечно будет память о нем, и люди будут вспоминать его добрым словом. И покуда здесь стоит эта мечеть, понятное дело, что благо с этого мира будут уходить в мир иной. И изо дня в день его дорож будет выше и выше. Пещера путника, так называемая, ее уже не раз показывали на месте, где откуда выбежал медведь. Сейчас там очень уютно. Поднимемся еще раз на эту башню, потому что ею невозможно насладиться. Смотрите на нее. Настолько она статная, настолько она гармоничная. Всегда говорю, что именно эта высота, именно этот угол наклона, именно эти пропорции должны стать, скажем, эталоном чеченского башенного строительства. Чтобы мы не строили что попадя. И чтобы по этим пропорциям люди узнавали, что эта башня построена именно по чеченским стандартам. Видите? Вот эта тара. Это овцы, тоже редкой породы. Гисак называется, по-моему. А вот козы это что-то особенное. Это у них 25% получается тура. Остальные, получается, обычные козы горные. Но надо понимать, что эта порода завезена. И эта порода уже живет второе поколение в этих горах, что уже позволяет нам делать заключение, что галанчожская флора идеально подходит для памирской фауны. Так что отныне, учитывая особенности природы, конечно, они будут, что-то в них свое появится, и получается новая селекция и овец, и коз. Уверен, что они станут лучше, чем были. Так, теперь этот момент. Помимо того, что башня построена, как и подобает, выдержан стиль безрастворной кладки. Вот именно этот момент. Нигде он не воссоздан из современных. Смотрите, вот это казарш, вот эти своды, так называемый крестовый свод. Видите? Это настолько усиливает конструкцию башни. Например, по Хайбарской башне мы знаем, что даже ракета не ударила в 2006 году. Она не свалилась именно из-за этого так называемого крестового свода. И вот этот вот
лаз идет наверх, 4 этажа. Когда, если люди хотят увидеть, как это было, смотрим, пожалуйста, могут забраться, посмотреть. Когда сверху закрывался лаз камнем, плитой, замазывался глиной, и сколько бы их не выкуривали внизу, было бесполезно. Башня стояла, до упора передавала свои сигналы, это было очень важно. И нижние камни были самые прочные, самые широкие, чтобы их не можно было зацепить и вытащить инструментами. Иштал, Шамсудин Саадокш, Дертан, Дал Обудольса, Чохаз, Оштон Белгибар, Таяга, Гагир, Хазнесен, Йогам Бош Хешибар, Массар Шамсудин Тешел, Ждис Навервац, столько свидетельств о человеке, это дорогого стоит. Это человек, который не являлся, скажем, известным каким-то, я не знаю, вот пиарным лицом, которого рекламируют обычно известные каналы. Нет, это был человек, который любит свою родину. А теперь уже мы смело можем констатировать, что он человек, который любит его родину. Потому что действительно, он, получается, каждый его знал, столько людей его знало, в том числе я его знал. Я рад, что имел возможность общаться с ним, быть, гостить, дружить. И много чего полезного я от него взял. И прежде всего был он эталоном как мусульманин. Много чего у него можно было взять. Сага и без этого садака, и так круглый год садака у него был. В том смысле, что каждый, кто сюда едет, по этой дороге, в которую он еще в 2014 году он и вложился, 50 на 50, как говорится, расходы взяли на себя, пробили сюда дорогу. Все, кто ездит по этой дороге, все, кто приходит сюда, находят уют, молятся в этой мечети, делают омовение, греются, берут воду. Это все есть садака за Шамсуддина, за его отца и за всех их предков. И будет, иншаллах, причиной благодати им, их потомкам. Ладно, я с меня дольше. Я же держу мука соду, елкшу. Охмах, хохквинаться вол. Каждый раз прихожу, я еще им бывает, что каждый раз все это вижу первый раз. Нахожу разные детали. Из года в год комплекс прогрессирует, что-то новое добавляется. Как, например, вот внизу я сейчас должен туда спуститься. Представьте, построены, казалось бы, кошары для овец, для коз. Но как исполнено, как будто это какие-то, наверное, арабы, арабские шейхи своих породистых скакунов не держат вот в таких вот кошарах. Это нечто. Дал не слышен, дал шей перед саудо или что. И, конечно же, панорама отсюда очень красивая, и нельзя не оценить то, что здесь мы прямо в лицо видим самую высокую точку Чечни, гора Декохкорт, которую по географическому обозначению мы знаем как Тибулос-Мта. Это грузинское название. Для нас она гора очень символичная, потому что есть предание, связанное с нашествиями монголов. И то, что отсюда видно, и смотря на нее, конечно, приходит очень-очень много мыслей. Так что всякий, придя сюда, можно найти в себе что-то такое, которое он или забыл, или не знал. Потому что горы в тебе это все пробуждает. Что не гора, то символ красоты, величия, отваги, благородства. И каждый может здесь себя найти и свергнуть лесть и лживое господство. Но лишь достойно обретет покой средь горных круче буйных водопадов, где скалы вместо неба над тобой. Тобой гордятся силой тысяч взглядов. Шамсуде, вне всякого сомнения, каждый здесь гордится тем, что знал тебя, что дружил с тобой. И человек, который даже сумел вот такое вот название Чабан. Обычно словом чабаном людей оскорбляли. Говорили до сих пор некоторые, что но сейчас в Чечне, на Северном Кавказе, твой бренд Чабан молочной продукции
стандарта халял стал известен. И сегодня чабан не является словом, которое оскорбляет. Сегодня чабан является словом, которое олицетворяет собой духовную чистоту через принятие халяльной пищи. Так что это тоже дорого стоит, чем суды. Это называется разрушать стереотипы и ложные стандарты. Надо попить водой. Интересно, что тут написано. Счастье не за горами, оно в горах. Видите, до мелочей все продумано. Человек и так не может, конечно, забыть, что он в горах, и тем не менее тематика выдержана, стиль выдержан. Просто восхищение. Арби, это боля, да, сидвали, Авраама, Серчи, Хазнесен, и Ума. يلا تروي العشوار ونصدوناد لرنولا وتعبوا جان ديزر مدقلا شيكو يا تسودع ده دقنا وش توالوي ده قبل دول وزيرش ها إذا خذ الله شو عود تسودع وانا تيجي ديق بوشتي ده عند عود تطلع ها خزر هون دو حاجة نم غير دو ده دقنا وش تو خزر يتركن ده والله Горцы, самые настоящие горцы. Чего стоит вот эта лестница? Мне она напоминает с самого начала лестницу Шаолинь. Что у вас было, машалла? Настолько удобно. Там чувство ступень строго по снипу сделано, чувство, что здесь даже приложилась рука строителя, который знает, что ступень выше 15 сантиметров напрягает икроножную мышцу выше ее средней части, соответственно, большая приходит усталость. И даже всякий, кто ходит по горам, должен знать, что он должен выбирать такой уклон, чтобы он не поднимал свою ногу больше, чем на 15 сантиметров, если он хочет идти далеко. Эта техника, не обязательно быть рысаком в спортзале, чтобы долго и далеко ходить в горах. Вот. Хизер аля чу. Ну, без этой связки Хизер, Шамзуды, Арби, всех, кто поддерживал прокладывание дорог в Главночувашском районе, конечно, всего этого не получилось бы. Потому что дороги это все. Дороги — это кровеносная система, через которую в края приходит кровь, жизнь, техника. И лишь тогда оживает горный край, как он ожил сейчас посредством вот этих вот дорог.